Так, мои дорогие, доброе утро. Ирзик Хелшин, с вами снова Лейла, и вы на канале как-то так у Лейлы. И снова с тестом, и снова с пирожками. Я, наверное, больше ничего не умею готовить, да? Так, дело в том, что вчера я все-таки не испекла лепешки, на заказ отдала, а вот это вот тесто у меня, как вы помните, оставалось. И также остался творог. Ну и что? Теперь утром будем делать пирожки. Двое моих мальчиков, конечно, уже ушли. Багаудин на работу старший, Ибрагим на учебу. Но у меня еще трое, которых нужно кормить. Я, конечно, эти пирожки не ем. Но готовить надо. И чтобы тесто не пропало. Хотя оно и до завтра не пропадет, и до вечера не пропадет. Но будем готовить. Вот так вот разделим их на маленькие кружочки. Творог, как я вчера сказала, подготовленный. Добавила яйцо, соль и все. Творог у меня замороженный был. Он прекрасно сохраняется в замороженном виде. Кто не любит, как я, рассольный творог, то если позволяют морозильники, то прекрасно можно летом заморозить его. Вот так вот. Можно раскатать и там чем-то вырезать, но я всегда делаю как-то на глаз. Иногда получаются они побольше, иногда поменьше, разного диаметра, но готовлю уже для себя, никакой разницы. Так. У меня действительно бывает очень много именно вот такой выпечки, таких блюд много, потому что, ну, мальчики любят. Что пирожки, что лепешки, без разницы, что сделано из теста, даже если я сделаю их пустышками. Вообще у меня как-то надо будет приготовить даже просто с сахаром. Любит Багаудин особенно, просит меня, чтобы я сделала пирожки с сахаром. Не знаю, ему очень нравится. Раньше я тоже иногда, вот когда и для него их жарила, несколько штук и себе делала. Вот не с повидлом, друзья, а вот именно просто с сахарным песком. Бывает вкусненько. Может быть, конечно, не полезненько, но вкусненько. И, друзья, обычно, когда мы делаем пирожки на дрожжевом тесте, мы же вот так их не уминаем, действительно, не прижимаем. Кто-то писал, ну, писали, по-моему, Мадине, а не мне, моей дочке. У нее тоже свой канал, хотя она не часто выпускает свои ролики, а Истенок и ее семья, если что, подпишитесь. Дрожжевые, да, не надо, а эти нужно все-таки немножечко сплюснуть, чтобы они лучше прожарились. Вот так вот. Ну, здесь каталка, в принципе, не нужна. У меня была такая маленькая каталочка, я ею раскатывала, но я ее подарила Аишке, поэтому будем без каталки. И видите, тесто из холодильника, но оно все равно вот такое вот липкое, оно должно быть таким липким. И поэтому мы постоянно подсыпаем муку и работаем в муке.
Ну и вот, друзья, как вы видели, пирожки я напекла, нажарила, не знаю, как это назвать правильнее. Вот такой вот незамысловатый будет завтрак у моих. Помидорчики, которые я сама солила. И пирожки с творогом. А себе я, наверное, сделаю яичницу с помидорами. Ну вот, как-то так. Готовьте для своей семьи с любовью. Аишка! Аишка! Вот к нам Яишка приехала. А ну, Финя! Мама, что ты бабушке принесла? А ну-ка, давай ее сюда. Давай. Ух ты! Ты нашу фотографию принесла, да? Какая красивая Аишка. А привет, Андия. Привет. Привет. А ты скажи привет. Привет. Ой, Ишки сегодня выходной в садике. Они с Мухаммедом ко мне приехали. Да? А бабушка тут блинов напекла для Ишки. Ишка, вкусные блины у бабушки, да? С клубничным вареньем. Мухаммед тоже там сидит на диванчике, блинчики кушает. Вкусно? Ты заверни их, Аишка, давай мы завернем. А ну-ка положи на тарелочку. Ты их разорвала все. Вареньем намазала, да? А вот так вот заверни, будет удобнее тебе кушать. Вот так, умничка. Вот, сейчас бабушка салфетку даст. Давай еще лучше завернем. Давай в трубочку завернем. Ну ладно, ешь как хочешь. Вкусно? Вкусно? Вот. Я к приезду Аишки блинчиков напекла вкусных. Аиша, ты мой человек. Так, друзья, хотела на обед приготовить что-то другое, но Мухаммед у меня такой капризный сегодня, и у бабушки не остается. Вот, отварила сейчас им пельменей, бабушке, Аишке и Диверу. Остальных никого дома нет. Себе я сейчас буду варить чечевичный суп. Чечевицу я уже замачивала с позавчерашнего дня. Вчера не успела сварить ее. И как вино, воду меняла. Как видите, даже проросла у меня чечевица. Но это ничего страшного, наоборот, это более полезнее. Сейчас буду варить для себя чечевичный суп, а их сейчас покормлю. Что мы делаем? Открывать будем, да? О! А кто нам посылку прислал? Ау? Ты знаешь, кто нам посылку прислал? Ау? Кто прислал? Тетя Галя, ау? Ну-ка скажи. Ты же говорила, скажи, тетя Галя. Ау? Тетя Галя. Друзья, мы еще вчера получили нашу посылку, но мы ждали Аишку, потому что для Аишки всегда бывает праздник распаковывать посылочку от нашей тети Гали. Галю, конечно, не остановить. Она каждый сезон присылает нам по посылочке. Весна, зима, осень, лето. И мы уже привыкли даже к этому. Хотя, конечно, мне очень бывает неудобно, и я с ней говорю, она меня всегда говорит, мне представляет радость просто вам подарить и увидеть, как вы радуетесь, как малыши радуются. Она безумно любит Аишу и Мухаммеда, особенно Аишку. И посмотрим, что она писала. Если честно, я не знаю, что в посылке. Она мне не говорила. Аишка уже без ножа открыла. Ну что, будем открывать? Да? Вот так, туфли вижу сразу. Так. Ух ты, Аишка, видишь, сразу первое платьице твое. Платье принцессы. Хози. На нее показывай больше раз. Смотри, платье посмотри. Ой, ты смотри, какие, Аиша. А это что? Куколку тебе. Как она называлась? Это новая. Рапунцель. А? Рапунцель. Нет, разве так? Да. Ну, нарисованный Рапунцель, у нее длинные волосы, значит Рапунцель. И сзади тоже Рапунцель. Все, я не разбираюсь.
Так, ой, а ну-ка, давай, платье будем вот тут вот. Куда мы его повесим? А, нет, давай вот так вот пока положим вот так, потом будем класть туда. Так, смотри, босоножки, аишки, босоножки. Ой, а туфельки. Аишка сразу складывает все. А туфельки. Вот так, смотри, а это твои носочки. Вот, еще одни носочки. Ай, а смотри, еще что есть. Ободочки. Давай 5 сразу. ободочков. Давай сразу Давай один. сразу оденем один. Давай. Который больше к зеленому. Это сейчас посмотрим. Ух ты, там еще какое платье Это шикарное. костюмчик. Или Костюм что? даже? Нет, просто кофта. А ну-ка, а ну-ка. А я взял? Кофта с ободком. Вот так. Какой красивый ободочек. На, а ну давай что-то откинула, давай посмотрим. Ай, платье с ободком еще. Ух ты. И такой ободочек. Ну, Аиша принцесса. Так, ты только не наступай, давай сюда переложи сюда, Аиша. Давай вещички сюда переложим, чтобы ты на них не наступала, хорошо? Вот так. Вот так. Какие игрушки красивые. Так, а это Мухаммеду. Это машинка Мухаммеду. На, положи. И это сейчас посмотрим. Подожди. Положи машинку туда. Туда положи машинку. О, так, смотри, какое платье. Показывай ее, показывай. А я жду. Ух ты, Хозяйша. Ой, какое платье шикарное. Ты посмотри. Ну давай, доставай. Что еще тут? Давай, иди доставай. Так. Ну это Мухаммеду, наверное, да? Или нет? Нет. Нет, это твои шортики такие. Все. Это твои шортики. На. Положи тоже. А, туда решила. Вот это тоже Аишкино платьице. Вот на лето. Иди повесь. Еще Аишки. Я же сказала, это любимица. Аишка любимица Гали. Ну, Галя, тебя не остановить, конечно. На, смотри, еще платьице какое. Аишка. А теперь футболочки, смотри, какие. Ух ты. А это, смотри, какая парадная, красивая. О, ты у нас будешь первая красавица в садике. Каждый день будешь менять моду в садике. Вот, смотри, еще сколько футболочек. Смотри. Ты у нас все лето будешь щеголять в красивых вещах. Так. Так, смотри, какие, ой, какие классные шортики. А это маечка. Ух ты, а как юбочка, красивые такие шортики, нарядные шортики. О, с той кофточкой очень подойдут они. Разлезь туда, разлезь. На, туда еще. Смотри, какая юбочка. Ой, а это юбочка, смотри, Аишка, еще юбочка. Видишь, как и тут как будто бы трусики. Юбка, трусики будут. Ой, а это футболка такая, ну, вот такая удлиненная. Модная такая. На, повесь тоже туда. На, еще и это повесь. Так. Она по-своему их все-таки. Нет, не по-своему. Что-то туда. Тут вверх, тут низ. Ну я и говорю, по-своему все делает. Ах ты, смотри, тоже. Ай, какая красота. Смотри, это тоже красота. На, неси. И, по-моему, на этом твое закончилось, если я не ошибаюсь. Теперь уже будем доставать Мухаммеда вещи. Это твое тоже. Повесь пока. Так, игрушки. Так, теперь это Мухаммеди краб. Ты клади вот туда клади. Ай, игрушка от Тесерас. Это тоже Мухаммеда. На, положи туда. Сортирует вещи. Это Мухаммеда тоже. Так, ну это Аишкина.
Это твое платьице. Ты у нас будешь военной красавицей. Это Мухаммеда? Да. Смотри, какой костюмчик у Мухаммеда. Классный какой, смотри. Вот это красивый костюмчик. Очень красивый. Какой он у нас будет карапуз летом. Ой, а я вообще обожаю на детях клетчатые рубашечки. Смотри, сразу и шортики. Какой красивый, оригинальный. Держи. Алло. Так. Так, ну их прям тут целая тьма. О, так, я их не знаю, как они называются. Мадина знает, я не знаю. Вот их сколько. Ты снимаешь? Да. Вот их сколько. Сейчас, подожди, мы все достанем. Посмотрите их сколько. Они разных размеров. Ага, посмотрим, что в пакетах. На, смотри, сколько. Раз, два, три, четыре, пять, 6 штук. На. А знаешь, что в пакете, Аиш? Думаю, сладости. Нет, Нет? что-то мягкое, нет. Не сладости. Ой, у Мухаммеда сколько носочков. Ему они пригодятся. Не говорите. Сегодня привезла она его, а он чуть-чуть у нас приболел. И уже несколько вещей испачкал, мне одевать нечего было. Мы распаковку не сделали еще. И я постирала и утюгом гладила его вещички. Знали бы, распаковали бы, достали. Какие кроссовки красивые, смотрите. Так, дальше. Ух ты, смотри, какой костюм шикарный, Аришка. Ой, у нас Мухаммед, сейчас, подожди. Мухаммед будет спортсмен. О, какие красивые. Да? Вот, троечка костюмчика. На, повесь. Так. И военные брюки. Мухаммед у нас будет военный. Ага, сейчас Малхаш достанем. И как раз на весну ветровочка такая шикарная. Ну вот все предусмотрит же, все буквально предусмотрит. И вот такие цветы маме на кухню новую, да? Вот. Так, это крем. Прочитай, что за крем. Для увлажнения кожи. Ага. Очень даже хорошо. Он как раз мне нужен. Потому что после омовения у меня всегда тянется кожа, и я увлажняю крем. Давай посмотрим. Запах Аишка, да? Давай. Ой. Вкусно пахнет, Хаджаков? Вкусно. Аромат действительно очень приятный такой. Так. Спасибо, Галя, огромное. Я не знаю. На, поставь его вон туда. Так. Мухаммеду сосок было прислано и так большая пачка. Партия. Уйма, да, большая партия. Но она все-таки, видимо, решила, она мне про соски говорила, остальное ничего мне не говорила, я не знала, что тут столько всего. Так, это мультивитамины. Мадина придет, посмотрим, для взрослым или детям. Если взрослым, то это мне самой будет нужно. Так, ну это уже... Мне или кому? Вот. Такая футболка. Так. Еще одна. Это моя? 100%? Еще одна. Я хочу именно эту. Эту? Да. Ну, какую хочешь. И эту. И эту. Две тебе не будет. Она прислала всем. Так, и Аишка интересовала, что в пакете. А в пакете для моей новой кухни. И вот еще для моей новой кухни. Это как раз мне было очень нужно. Спасибо тебе огромное. Я даже кастрюли свои еще не начинала. Мадина мне говорила, мама, не начинай. У тебя нет вот таких вот ложек, нет такого. И ну, нужно еще, правда, поварешки купить. Что пластиковое что-то нужно. Силиконовое, пластиковое. Аишка Так. тут все разгребает. Ага. Аишка, ты только не наступай на все это. Так. Это прихваточки, друзья, для не то что просто для меня, видимо, для нас всех троих. Так, сейчас это, по-моему, фартук. Это косынка. Сейчас потом еще раз покажем. Вот. Это для Мадины, для меня и для Танзилы прихватки такие.
Танзила, между прочим, очень тоже хотела прихватки, и они такие Это, классные. это танзили, это мне не надо. А почему эти танзили? Потому что розовый слишком. А, она розовый любит, что ли? Не знаю, но больше к ней Для относится нее розовый. подходит Да. розовый, да? Она у нас девочка-девочка, да? Так, и вот такая шикарная косынка. Вот. Как раз большая, как мне нужна. Спасибо, Галя, огромное, огромное, огромное тебе спасибо. И вот такой вот яркий, красивый фартук. Да, Ишка? Смотри, какой у бабушки будет красивый фартук. Во. Красивый? Да? Ты ее снимаешь? Да. Красивый у бабушки фартук? Красивый? А теперь мы спасибо скажем тете Гале? А ну скажи тогда в камеру. Тетя Галя, спасибо. Спасибо. Только палец мне. Давай, да, чего да. Спасибо, Галя. Спасибо, тетя Галя. А я, мамин, поцелуйчик. А я поцелуйчик. Пойдем. А теперь передай тете Гале поцелуйчик вот так вот. А что, тете Гале? Поцелуйчик, тетя Галя. Я тебе тоже поцелуйчик шлю, моя тетя Галя. Моя Галя, дорогая моя, ты сестричка моя. Огромное тебе спасибо. Я тебе безмерно благодарна. Точно так же благодарны и дети. Действительно, такая радость переполняет детей. А у нас есть даже такое поверье, мне всегда отец рассказывал, когда я еще была ребенком, что когда ребенку покупают новую вещь, то ребенок становится как бы вдвое старше или как-то, я не знаю, больше, перевод чисто, чтобы был перевод правильный, ну, вдвое больше он становится. Ему настолько приятно получать ребенку что-то новенькое, что-то покупать, и это действительно бесценно. Чтобы тебе, Галечка, это сейчас, подождечка, воздалось в миллион раз, чтобы все твои близкие были живы и здоровы, чтобы твои дети, внуки были живы и здоровы, и чтобы в действительности был мир на планете. Всего-всего тебе хорошего, Галечка. Люблю тебя, обожаю, целую. Аишка, а ну-ка встань. Встань, покажем платьице, покажем платьице. Главное, одевать не хочет. Говорит, в сумку положи, чтобы она вот так вот в сумке отнесла. Потом, говорят, папе хвастается, все достает, все папе показывает, что ей привезли всегда. Хози, красивое платье? Тебе нравится? Ой, какое платьице красивое. Может, оставишь? Да юхитя? Юхитя, снять надо. А я киздир. Ну, оставь вот так вот, папе покажешь. Не хочешь? Не хочешь? Ну, ладненько, давай будем снимать тогда. Так, это... Ну, остальные демонстрировать будут они на своем канале, друзья. Так что я уже говорила в ролике, что у моей дочки канал Аистенок и ее семья. Если что, друзья, переходите, поддержите их. Но, правда, они очень редко выпускают ролики, особенно в последнее время. Мадина очень загружена, она преподает в школе. Ей сейчас дали еще дополнительных 10 часов, у них преподаватель заболел, и она теперь немножко не успевает везде. Покружись, покружись. Ой, какой. А дочек? Ой, так, и босоножки мы одели. Мам, это ваша мама. Да? Это Люба. Как будто бы ей мало вещей, она еще твой крем решила, да, Ну заходить? да, Это мой. это ее крем. Все ей, Что? все ей надо. Что ты хочешь? А все, это я завяжу, не беспокойся. Все, достала свои. Олеги, яишка, они тяжелые. Их много. Ой. Это все Аишкина. Ой, какое платье красивое. Не велка? Ел. Не, только не там. Халда, мама не вейхи. Ой. Чего хосту? Платье очень идет Аишке. Все, крем мой тоже забирается. А, тоже забирается? Как Тандила говорит, какая хорошая девочка. Все в Да, дом. все в дом, да, не говори. Аиша. Аиша. Всех покормила. Но Мухаммед мне не сдал даже приготовить для себя обед. Закрой, Аишка, закрой дверь, мама.
Иди дверь закрой. Поставила. Я так и не смогла, потому что он очень капризный, плачет. Я думала, они сразу после того, как приедут, уедут домой, поэтому быстро сделала распаковку посылочки. Марина просила, нам бумагу сделаем, мы сразу уедем. Но они остались до вечера, но только до вечера. Ну, значит, буду сегодня без обеда. Да, это твое, забираешка. А на ужин хочу вот приготовить чечевичный супчик. Надо было обязательно его приготовить, потому что, как вы видели, чечевица уже даже проросла у меня. Так, Мухаммед видит. Так, значит, сделаю зажарку на топленом масле. Раньше я, в принципе, не делала, ну, раньше месяц как на диете, на ПП-питании, вернее, диета и нельзя ее назвать. Я обычно просто добавляла в готовый суп сливочное масло. Но сегодня решила немножко все-таки прижарю, наверное. Хотя даже лучше его не жарить, не находить, просто варить. Чечевичный суп мне нравится очень. Конечно, я не добавляю картофель в мой суп. Иногда блендером перебиваю, а иногда нет, потому что чечевица быстро разваривается. Это тем более разварится, потому что очень долго она у меня замоченная стояла. И не знаю, может быть, кому интересно, может нет. Все крупы, все вот бобовые, все рекомендую именно замачивать на ночь. И замачивать все, я уже говорила, орехи, потому что там какая-то фениловая кислота, что ли, я не знаю точно, вы просто извините, которая мешает, как я читала, вернее, даже слушала, и не своего нутриолога, а еще многих. Просто мне интересна уже эта тема, и я очень многих смотрю, слушаю, разные вебинары смотрю, что вот эта кислота, которая находится в орехах, не дает нормально всасываться полезным элементам, которые в них есть, в желудке. Поэтому рекомендую их замачивать на ночь, а потом, если в таком замоченном виде не нравится, то уже высушивать в духовке или на сковороде. Так, наверное, я морковочку все равно сейчас буду перебивать с блендером. Просто так, кусочками добавлю. Так, значит, лук у меня почти уже готов. У меня вот такая вот приправа для супа, борща и бульонов, которую я прислала Лале. Добавлю его. У него тоже очень вкусный аромат. У меня уже заканчиваются мои приправы от нее. Буду, наверное, заказывать еще раз. Эшка, есть. Выключи телефон. Выключи, я снимаю. Эшка, сколько ты весишь? 67. 57? 50. Ничего себе, ты похудела. А сколько ты была? А? 75. 75? Еще 2 килограмма, и ты, получается, 10 килограмм скинула? Молодец. Мадина у нас тоже, ну, не тоже, Мадина не на правильном питании, Мадина у нас на диете, да, получается? А? Честно, да, заметьте, не лечу больше. Да, сейчас, в принципе, она у нас на интервальном голодании. Получается, ой, не шуми, подними. Ну, у тебя не интервальное голодание, ты же пост держишь. Мадина держит у нас пост. Не знаю, как выйдет, хочет держать 3 месяца поста. Там посмотрим, сколько, как она выдержит. Ну, вроде бы ей она, говорит, не мешает совершенно. Ты машешь головой, как будто бы они видят тебя. Так, и добавим паприки красной копченой. Она придаст более такой цвет. Ну и вкус. Ну и все, пусть пока варится суп. Зажарку я выключу.
чуть попозже. Вот немножко сделаю. Тем временем приготовлю курочку тоже. Потушу немножко куриного мяса. Так, ну не все снимаю, потому что ролик будет и так, мне кажется, слишком длинный. Хочу вот так вот немножко обжарила мясо на, опять-таки, топленом масле. Добавлю морковку и лук. Тоже немножечко так прожарю. И потом добавлю немножко водички и потомлю. Это будет как бы второе. Хочет, Мадина поест. Так, муж ей пока не приезжает, она ифтар будет делать у меня, но она очень хочет пельмени, потому что увидела, как пельмени, пельмени стоят у меня еще такие, не все поели. Я, говорю, сегодня хочу пельмени. Хотя, конечно, на ифтар лучше бы не надо было есть пельменей, но ничего, раз хочет, пусть съест. Эту курочку оставила, что-то другое буду готовить. Мальчикам тоже на выбор. Захотят эту курочку поедят, захотят супчик поедят. Суп уже сварился, сейчас я его буду пюрировать. Еще зажарку не добавила. Сейчас добавлю зажарку немножко. Ой. Все. Так, друзья, короче, извините, что ребенок плачет. Капусту нашинковала, обычную пекинскую капусту, морковочку, зелень. И сегодня я буду делать так, немножечко сока лимона. И у меня соевый соус. Соевый соус я заказала по-моему, на Озоне. Мне и соевый соус нельзя, который у нас в обычных магазинах продается, где из пшеницы. Это соевый соус без пшеницы специальный, потому что у меня, как вы знаете, ПП питание, в котором нет глютена. Короче, здесь тоже нет пшеницы, нет глютена. Вот так вот масло я налила, масло оливковое. Иногда я виноградным, иногда оливковым. И вы знаете, друзья, кто не любит оливковое, а кому надо, может быть, по какой-то диете или что-то, масло виноградных косточек совершенно без запаха. В принципе, и без запаха, и без вкуса. Есть же многие, которые не любят оливковое масло. Я тоже его очень много не люблю, но все-таки меняю, чередую их, хоть и не люблю. Так, извините, пока ребенок не успокоится. Ну вот, мои дорогие, вот такой вот ужин у меня.
Вот такой вот чечевичный суп. Видите, какой он. Я не люблю очень густой, мне вот нравится вот такой, чтобы было. Остренького перчика сюда себе кинула, очень люблю. Обычные салаты с перекисовой капустой с морковью. У меня все закончилось. И помидоры, и огурцы. Но без разницы, лишь бы была какая-то клетчатка, капуста, морковь тоже полезная. От этих свежих помидоров и огурцов никакой пользы сейчас. Ну и вот такой вот типа, ну, рагу, можно сказать, тоже болгарский перчик, морковочка и куриная там, и грудка, и бедрышко, все вместе. Тоже немножко потушила, чуть-чуть пережарила, а потом долила воды и потушила немножко в воде. Запахи, ароматы вкусные, я, правда, не пробовала, потому что я ничего не пробую, по идее. Так, да, я сейчас покажу вам. Так, многие интересовались магнием, который я пью. Но скажу вам, друзья, я не знаю, можно ли его пить просто без какого-то назначения, диетолог. А? Ну, витамины же тоже нельзя, если что. Можно, ну, не знаю, как хотите. Каждый пускай решает сам. Просто интересовались. Вот этот магний, который я пью. И выписывала мне его моя диетолог. iHerb такая компания есть, американская. А? iHerb или iHerb, не знаю, iHerb пусть будет. Ну, не знаю сейчас, можно ли будет их заказать. Тут огромные капсулы. Я первое время, она мне сказала, нужно пить по одной. Ну, а сейчас я принимаю их по две. Ну, потом она мне сказала по 2 таблетки, ну, по 2 капсулы вот эти за час до сна. И, Мадина, ты же тоже их принимаешь? Да. Вот, да, Мадина их принимает, типа успокоительных, и ноги перестали у меня болеть, и засыпаю я. Вот до 9 еле-еле дотягиваю. После 9 ночи я уже ничего не могу, мне просто хочется спать. Вот так вот, друзья. Ну все, на этом все. Всех благ вам, друзья, мира и благоденствия. Ну вот как-то так у меня сегодня насыщенный день был.